Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В республике в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется самая масштабная программа. До конца 2025 года будет ликвидирован 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. А это порядка 3500 аварийных домов. С 2019 года построено 130 новых благоустроенных домов. Как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», гость в студии Игорь Ткаченко, генеральный директор дирекции жилищного строительства республики. Игорь Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 1 миллион квадратных метров, если вдуматься, это огромная цифра. Это все аварийные дома в республике или нет? Да, эта цифра очень впечатляющая, но, к сожалению, это не все аварийные дома, которые находятся на территории Республики Саха-Якутия. Это только, будем так говорить, часть домов, которые сейчас в этой программе участвуют. Но у нас еще за пределами программы уже примерно 2200 домов. Это 740 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это те, кто ждет, скажем так, будущего переселения или переселения в будущем. Программа масштабная и реализуется на условиях софинансирования. Сколько средств на ее реализацию предусмотрено, в каких бюджетах? Значит, да, программа финансово также очень весомая. Пока расчетным способом рассчитано финансирование в размере 107 миллиардов рублей. Это 81 миллиард средства федерального бюджета, 26 миллиардов с небольшим средства республиканского бюджета. Как вы оцениваете темпы реализации программы? Значит, программа идет в соответствии с теми показателями, которые просчитаны, которые до нас доведены и которыми мы руководствуемся в своей работе. Пока все идет по плану. Скажу даже более того, что в прошлом году мы расселили в 1,5 раза больше квадратных метров, чем было необходимо. Это очень хороший показатель, но в принципе работа в этой части идет, и вот это опережающее финансирование, о котором говорят федеральные власти, федеральные структуры, в принципе, оно уже в некоторой части реализовано на территории Республики Саха-Якутия. Всего общим итогом мы расселили 342 тысячи квадратных метров, это я говорю цифры на конец прошлого года, в которых проживало 18 130 человек. А есть ли трудности при расселении аварийного жилья и с какими основными проблемами вы сталкивались? Ну, вы знаете, программа реализуется уже 3 года, уже пошел 4-й год реализации. В принципе, трудности, которые были в стадии формирования программы, да, ну, то есть само формирование программы, там, определение направлений, какие-то взвешенные решения, которые нужно было принимать, они все уже приняты. Сейчас идет просто работа, рабочие моменты. Ну, в общем-то, здесь все начинается с муниципальных районов. Я не скажу, что там проблемы существуют, да, но просто это рабочие моменты, которые необходимо решать. Как-то в части определения способа переселения, работа с гражданами, работа с документами, работа с застройщиками. Это все такие моменты, которые, в общем-то, они уже отработаны. Просто нужно сейчас держать руку на пульсе и в моменте все это корректировать. Ну, еще есть вопрос такой, собственник. У собственника есть право выбора, получить жилое помещение либо компенсацию. И вот в этой части многие начинают, скажем так, сомневаться. И это несколько тоже, ну, не скажу, что задерживает реализацию программы, но в принципе какие-то определенные моменты существуют. То есть сегодня хочет квартиру, завтра хочет возмещение человек. В общем-то, это его право. Приходится постоянно корректировать. А каковы перспективы программы? Ну, перспективы программы, они понятны, известны. Перспектива программы в том, что она должна быть исполнена, и все квадратные метры, которые необходимо расселить до сентября 2025 года, они будут расселены. Это, как вы уже сказали, отметили ранее, это чуть больше 1 миллиона квадратных метров или 3500 аварийных жилых домов. А в этом году сколько планируете расселить? В этом году мы планируем расселить 136 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это также показатель национального проекта. То есть до конца текущего года у нас уже в республике будет расселено 462 тысячи квадратных метров. Или будет переселено 25 тысяч человек. Это практически половина программы. Все остальное будем делать в следующие 3 года. А одни из участников — это муниципальные районы. Какие задачи ставите перед ними?
Ну вот я уже вкратце на предыдущий вопрос на муниципальный район обратил внимание. Значит, здесь получается следующая ситуация. Вот все, что входит в условия программы, то есть первый шаг, как мы говорим, да, это начинается с муниципальных районов. Что это такое? Это самое первое, это работа с гражданами, работа с документами, работа с аварийным фондом, формирование программы на территории муниципальных районов. Следующий очень немаловажный вопрос – это определение способа исполнения программы, то есть либо строительство, либо выплата возмещения, либо вторичный рынок. Это все идет именно от муниципальных районов. Дирекция это все подхватывает, и, в общем-то, начинается уже второй этап, или второй шаг, как я называю, исполнения вот этой программы. Это контрактация, строительство, контроль, постконтроль, передача жилых помещений в муниципальную собственность. И дальше опять третьим шагом, получается, подключается муниципальное образование, которое уже конкретно предоставляет жилые помещения собственникам, нанимателям, оформляет документы. То есть у муниципальных образований здесь обязанностей ничуть не меньше, чем у дирекции либо Министерства строительства. А есть ли какие-то сроки, до какого момента они должны произвести эту работу? Да, конечно, сроки есть. Сроки, сейчас, о чем я уже тоже вкратце сказал, мы идем опережающим темпом, то есть заявки 2023 года мы формируем уже сейчас, и вот это сейчас все уже в начале 2022 года должно быть, по крайней мере, уже должно быть понимание, что и как будет происходить на местах. А в каких муниципалитетах чрезвычайно остро стоит проблема аварийного жилья? Здесь острота проблемы заключается только в объеме этого аварийного жилья. В общем-то, это у нас 5 районов, которые имеют самый большой аварийный фонд. Это Алданский район, Ленский район, Нерюнгинский, Якутский, Мегино-Кандаласский район. Проблем в части постановки работы, в части исполнения всех обязательств там не существует. Просто, повторюсь, там большой объем, то есть аварийного фонда, который требует большей подготовки, скажем так, и большего времени на выполнение этой работы. В действующую программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Будет ли продолжена программа после 2025 года? И есть ли сейчас понимание, какой она будет? Вы знаете, здесь, наверное, ответ сам собой напрашивается. Я уже сказал цифры перед этим. Это 740 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это 2200 домов. Само собой, такой показатель никто на территории республики не оставит, как на территории Российской Федерации, скажем так. Поэтому, конечно, наше предположение, которое уже основывается на посылах федеральной власти, что да, программа будет продолжена. Скорее всего, она будет работать по тому же принципу, что и нынешняя программа, но, может быть, с какими-то небольшими нюансами. К сожалению, деревянный фонд как в республике, так и на территории Российской Федерации лучше не становится. Поэтому это вопрос очень социальный, он должен быть продолжен. Планируется ли внедрение квартальной застройки в рамках переселения наподобие территории в Горном Улусе и микрорайона Звездный в Якутске? Вы знаете, да, этот принцип квартальной застройки, он очень хорошо себя показал, потому что это квартал, это инфраструктура, это сразу общественное пространство, это, скажем так, такое комплексное освоение территории. Да, планируется, но положительный опыт у нас уже есть. Это вот масштабный инвестпроект в Ленске, масштабный инвестпроект в городе Якутске, квартал Звездный. Это квартальная застройка в Горном районе и планируется квартальная застройка в городе Вилюйске. Но это будет начиная со следующего года. То есть начнем реализовывать в этом году, но это этап 2023 года. Игорь Васильевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике мы поговорили с Игорем Ткаченко, генеральным директором дирекции жилищного строительства Якутии. Оставайтесь на нашем телеканале.